Абзирашимазая. Добрый день, друзья. Оставил тебе видно все это? Оттуда. Можешь, да. Потому что если кому-то фонари, как его свет мешает, зонтики, то можете вперед пройти. Как вы уже ознакомились на странице нашего богословского лекториума, сегодняшняя наша лекция поделена на две части. Первая, будет посвящена термину «Господь», который мы используем в абхазском языке. Это вступительная часть. И затем основная часть лекции будет посвящена святому мученику Василиску Каманскому. Поскольку я читал лекцию в университете нашем для экскурсоводов, в Центре по подготовке экскурсоводов, и многие из них потом задавали вопросы. Да? Не совсем, может быть, и не было у нас времени детально это объяснить. Да? Многие не понимали последовательность событий и все, что связано со святым мучеником Василиском. Пользуясь случаем, во-первых, этим, и во-вторых, в силу того, что сейчас в течение Великого Поста я занимаюсь русской версией книжки, которая вышла на греческом языке, это, собственно говоря, моя диссертация. Здесь большая глава посвящена святому мученику Василиску. Разумеется, что представить всю эту главу невозможно в рамках такой лекции. Вы потом, когда выйдете на русском языке, сможете, даст Бог, ознакомиться, почитать и так далее, и так далее. Сейчас очень важно знать, для вас интереснее жизнеописание, да, чем источники, исследовательские работы, споры ученых и так далее. Это все-таки такая тема для узкого круга специалистов. Итак, первая наша часть «Господь», слово «Господь». У меня будет с одной стороны проектор, да, с другой стороны доска. Я не знаю, те, кто наблюдает в интернете, видно, не видно, но да, видно все. Эфир идет, да. Вот слово «Господь». Очень ключевое слово, которое мы очень часто употребляем в Священном Писании. Но мы привыкли в такой форме, в славянской форме, да, уже закрепившейся в церковных текстах. Слово «Господь» обозначает «господин», если дословно переводить, от греческого слова переведенное, греческое «кириос», да, имеющий силу, власть над кем-то или над чем-либо. Если же конкретный с артиклем в греческом языке «о кириос» означает господин, хозяин, глава семейства, царь. В контексте нужно каждый раз смотреть контекст, как вы понимаете, да, нельзя просто использовать. В современные греки, когда обращаются, например, хотят сказать дамы и господа, они как раз используют это слово. В этом же смысле, в смысле господин мой, да, в смысле тот, кто обладает мною, мой хозяин, да, используется многократно этот термин применительно к Иисусу Христу в прямой речи апостолов и других лиц Евангелия. В современном русском переводе, который Герман вам раздавал, в переводе Евангелия, осуществленном Российским библейским обществом, слово «Господь» в обращении ко Христу очень часто переводится, если вы сравните с синодальным изданием, да, дореволюционным, там вы везде видите «Господь, Господь, Господь». В новом же переводе вы часто будете встречать такую фразу «Господин мой». То есть там апостол Петр обращается ко Христу, да, если в синодальном стоит «Господь», да, а здесь «Господин мой», да, для того, чтобы вы понимали. Дальше. В переводе 70, да, или то, что мы называем Септуагинт, это вы должны хорошо знать по лекциям Германа, то есть корпус книг, да, Ветхого Завета, переведенный с иврита на греческий. Слово «Господь» использовалось, точнее, для передачи имен Божьих, Яхве, Иегова,
Господь Бог, и Адонай. Герман вам это тоже говорил. То есть Господь мой. Там тоже вот эта приставка, да, значит, мой присутствует. Дальше в Новом Завете Господь постоянно употребляется по отношению к Богу Отцу, наряду с именем Бога, Θεός, а также по отношению к Христу. У апостола Фомы самая такая ключевая фраза, как вы помните, когда он говорит «Господь мой и Бог мой», да, ко Христу, то есть употребляются в качестве синонима. Термин «Господь» синонима, значит, термина «Бог». И в посланиях апостола Павла очень часто мы встречаем Бог, Господь и Христос нередко употребляются как синоним. То есть не обязательно всегда нужно говорить Христос, как и мы делаем с вами в богослужебных текстах. Подробно о том, что значит термины, которые мы встречаем в переводе 70, это Герман, он будет вам говорить об этом, потому что, касаясь ветхозаветных текстов, он всегда об этом излагает, разъясняет вам подробно, что значит Адонай, что значит Элохим и так далее, и так далее. На этом я сегодня ваше внимание буду задерживать. Теперь, значит, это я вам даю общее понимание того, что значит термин «Господь» и в каком контексте употребляется в книгах Ветхого и Нового Завета. Почему? Потому что когда наши исследователи, в данном случае я имею в виду абхазских исследователей, да, начинают рассуждать о том, какие термины употребляли абхазы, значит, в своем религиозном лексиконе и так далее, они не исходят вначале из того, что значит само слово и как оно употреблялось теми, кто ввел этот термин в оборот. Понимаете? Нельзя от того, что вкладывает какой-то современный человек, или вы, современные христиане, от этого времени отталкиваться, потом пытаться понять, что это значило в древности. Так невозможно. Вначале надо первоисточники знать, иметь представление, в каком контексте это все употреблялось. Почему? Потому что иначе вы не поймете даже бытовое использование этого термина на абхазском языке, если вы этого не будете знать контекста. Значит, о чем идет речь? Соломон Званба, значит, этого автора мы постоянно с вами упоминаем. Почему мы упоминаем, Марк, постоянно этого автора, Соломона Званба? В связи с чем упоминаем мы его все время? В связи с тем, что он один из немногих, а, пожалуй, может быть, первый абхазский этнограф, который зафиксировал религиозные обряды абхазов. Значит, и зафиксировал их в середине 19 века. То есть ранее его фиксации у нас нету таких полноценных описаний. Есть какие-то там фрагментарные сообщения иностранных путешественников. Почему? Потому что одно дело пишет человек, который вырос здесь, знает хорошо абхазский, другое дело человек приехал, на неделю посмотрел и, значит, что-то зафиксировал, исходя из того, что ему было доступно. Так вот, значит, в его знаменитой книжке, название этой книжки вы должны уже знать наизусть, «Абхазская мифология, религиозные поверья и обряды между жителями Абхазии», так называется эта книжка, сообщает об одном жертвоприношении. Значит, когда я говорю жертвоприношение, вас очень прошу, понимаете всегда, что в Абхазии жертвоприношение в рамках библейского понимания, то есть во имя Бога, единого Бога приносится жертва, значит, в том или ином виде. Это жертвоприношение, которое написывается, совершалось пастухами в горах. Он участник. Он говорит, что утром я проснулся, они мне сказали, сейчас мы пойдем, будем совершать обряд. Я, говорит, с ними пошел и все это наблюдал. И вот, в этом религиозном обряде, который возглавлял старейший по возрасту, он, вот этот старейший человек, в своей молитве обращался к Хахду. Значит, как бы я в кавычках поставил, Хахду. Соломон Званба, сейчас минуточку, не спешите. Соломон Званба говорит перевод Всевышний, да? Но смотрите, на вопрос Званба, что этот человек подразумевал
есть абхазец, крестьянин, находящийся в горах, да, середина 19 века, весь этот контекст мы не забываем с вами, да? Значит, что он понимал под хахду, и тот человек ему отвечает: Бог, Создателя человека и всего мира. Смотрите, человек, как вы, не имеет богословского образования, да? Не читал ни Ветхого, ни Нового Завета, значит, находится на высоте 2000 метров, значит, от цивилизованного мира. И посмотрите, как точно он формулирует, значит, то, что вкладывает любая монотеистическая религия в понятие Всевышнего. Да? Бога, Создателя человека и всего мира. Сейчас, например, кто-то из вас, или я отправился в те же горы, и какой-нибудь, значит, современного пастуха позвал бы и сказал бы ему: вот ты совершаешь молитву, что ты подразумеваешь хахду? Он бы, как вы думаете, какую интерпретацию вам дал? Он бы, исходя из того, что делает Джора в Элоре, Ахчустас, и всех остальных современных обрядов Абхазии, он сказал бы Ари Ахчуртай, Тамчуртай и так далее, и так далее. Понимаете, вот почему я так акцентирую ваше внимание на письменных фиксациях, да? Письменных фиксациях, потому что устно в традиции все это 150 раз менялось и будет меняться. И, к сожалению, человек не способен, тем более мы с вами, живущие в современном мире, потому что мы не упражняем свою память. Да? Раньше мы старались запомнить там номера машин, да? Номера телефонов, свой собственный домашний телефон. Да? Мы пытались это запомнить, потому что мог потеряться, и тебе спрашивают, какой у тебя номер телефона, ты должен был сказать. А сейчас это все в телефоне, миллион там, значит, друзей, и все, и даже мы не утруждаем. Соответственно, память, да, она не способна запоминать все. И вот он говорит: Бога, Создатель человека и всего мира. Обращаю ваше внимание. Данная статья Звангва – это первый письменный текст из известных, по крайней мере, мне. Если вы что-то еще найдете, буду всегда рад. В котором был зафиксирован термин «хахду». Значит, единственное, все-таки, как мне кажется, я в данном случае не филолог, не претендую на какие изменения, да, но тем не менее, да, как мне кажется, уже исходя из текстов, которые я видел, все-таки правильнее писать «хах», да, «ду». Почему? Потому что «ах» сам по себе, «ха», да, это приставка, которая означает «харах», «хараях», «ахтру», да, значит, «хахду». Вот этот значок, который в современном абхазском окончательном теле, но использовался раньше, да, значок и в греческом языке используется, означающий сокращение. То есть, например, если, чтобы не писать «хара», да, полностью вот это, здесь ставится такой этот крючок, знак сокращения, и все. Поэтому «хахду» вот так. Иногда в текстах, которые я вам давал, еще есть такая форма употребления, да? Через черточку, да? Вместо вот этого апострофа через черточку. Ну, это, как сказать, вопрос технический, это уже как, когда будут какие-то приняты окончательные решения по поводу, как вообще мы должны орфографию, да, абхазского языка, потому что до сегодняшнего дня нет единого мнения по этому вопросу. Я просто предлагаю то, что встречается. Значит, таким образом, вот этот текст, да, впервые мы встречаем, зафиксируем текст «хахду», который, собственно, означает «Господь». Дословно «мой великий господин», «мой великий царь». Единственное, как вы видите, здесь есть, значит, определение, да, «великий», потому что абхазский язык имеет свои нормы, да, свои правила. Поэтому «хах» мацари не всегда употребляется, когда речь идет о Боге, всегда хотят усилить, да, всегда хотят уточнить. Кстати сказать, даже когда Умар Бибара, я дойду до этого текста, это, вы знаете, что человек, который жил и работал в Турции, представитель нашей абхазской диаспоры, известный ученый, да, человек, который не имел отношения, как мы с вами, ни к советскому времени, ни к чему, да, он перевел по заказу Стокгольмского университета Евангелие от Иоанна. Значит, вот в этом Евангелии, там, где речь всегда идет о Боге, да, он всегда говорит «аншаду», 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 да, «аншаду». То есть, видите, как даже вот это «аншаду»,
как раз он и показывает, что, значит, аншаду, да, два этих слова в качестве синонимов использовали абхазы. Дальше. В 1866 году вышла первая книга, я уже вам об этом говорил, на абхазском языке под названием «Общая история язкячных». Ну, как тогда они писали, да, я вам читаю. Краткая священная история. Значит, подробно я сейчас не буду останавливаться на этой книжке, мы уже о ней говорили. Я единственное замечу. Для передачи имени Господь, значит, для передачи имени Господь, авторы, переводчики точнее, во главе со священником Иоанна Гегия из Лыхны и остальных переводчиков, они используют термин, который мы уже привыкли. Ихакуиту. Да? Значит, вот этот, который будет. Значит, сделаем его так, чтобы по очереди, да? Чтобы схема была видна. Значит, Господь равен, да? Бог. Дальше, значит, хахду, да? И там в разных значениях, как вы понимаете, да, равен, Господь, иха, куиту. А когда Сейчас, подождите, Господь, да. Значит, друзья мои, я когда, значит, излагаю какую-то тему, да, значит, излагаю какую-то тему, речь идет о том, что сейчас вы меня не уводите на термин анша. Это особая, отдельная, непростая, не менее интересная тема. Сейчас сегодняшняя моя лекция означает, что Господь, соответственно, если мы говорим хахбу, это равно анша, да? Синоним, то есть мы хотим сказать. Итак, вот в этой книжке, вышедшем ровно 100 лет тому назад, в 1866 году, мы впервые встречаем вот этот термин – ихакуту. Значит, до этого, вот как вы видите, у Соломона Званга, я, по крайней мере, пока не встречал этого термина, да? И потом абхазские переводчики 1906-12 годов, которые перевели Новый Завет, остальные книжки и так далее, все богослужебные книги того времени, да, они уже всецело используют вот этот термин. Теперь смотрите дальше. То есть он получает широкое распространение. Даже, например, еще одна интересная деталь. Газета, которая первая абхазская газета выходила, «Апсна», она выходила с 1912 года. Ее создатель и главный редактор Дмитрий Иосифович Гуля, да? Там тоже в публикациях религиозной тематики, да, значит, очень часто мы тоже этот термин «ихакуиту» встречаем. Значит, теперь еще с моей точки зрения, я сейчас не претендую на окончательную точку зрения, но с моей точки зрения термин «ихакуиту» выглядит искусственным для абхазского языка. К тому же мы его не находим, применение его, да, в традиционных религиозных абрядах Абхазии, устных молитвенных обращениях. Кто-то из вас, если не может сказать, что когда он участвовал в том или ином религиозном абхазском обряде, да, и вдруг вы слышали, что какой-то старик или старшая женщина, которая иногда тоже молилась за теми или иными обрядами, что произносит во время устного, да, передачи молитвы, обращения, имя Ихакуту я ни разу не слышал. Только исключительно в церковной среде, в рамках христианской традиции. Исключительно. Начиная вот со временем, с появлением этой книжки и затем переводных богослужебных текстов. Но обратите внимание, с другой стороны, например, когда абхазская невестка в абхазской традиционной семье хотела сказать о старшем по возрасту брате своего мужа, Лапхун Вехапы, да, она говорила сахну, значит, мой господин, мой великий господин. Вот очень интересный момент. Я даже застал это, когда, например, моя бабушка хотела сказать, значит, не в присутствии, разумеется, о брате моего деда, она говорила сахну. Или сахну. В словаре абхазском, выпущенном под редакцией Шакрыл и, значит,
забыл. Вот. Значит, вы увидите 86-го года словарь, большой такой двухтомник словарь, вы тоже увидите, что они тоже зафиксировали вот то, что я вам сказал, что в таком значении употребляется в абхазском быту. И затем вот «са» в этом же значении «мой господин» встречается в абхазской литературе. Например, когда идет описание предреволюционного времени, когда очень часто употребляли вместо «товарищ», да, слово «господин», да, обращаясь к какому-то сановнику, царскому чиновнику и так далее. Абхазские писатели, описывая эти события, те или иные события, да, в своих литературных произведениях, используют термин тот же сам. Например, «оксиджин». Дальше. Теперь, значит, протоиерест Степан Алферов, он был в начале 20 века, но, значит, служил при Сухумской епархии. И вот в одной из своих статей, опубликованных в журнале «Сотрудник Закавказской миссии», называется «Нужды населения Сухумской епархии и религиозно-нравственном отношении», пишет следующее. Посмотрите в глубину народной жизни, ознакомьтесь с малоизвестными горожанами, бытом коренного населения Сухумского округа абхазцев. Постарайтесь уяснить себе их верование, их воззрение. Вы заметите прежде всего, вероятно, что и там, куда совсем не проник свет христианства и распространена в народе темная, неясная вера в верховного существа Ахду, правящий всем. Но не торопитесь делать отсюда какое-либо заключение. Смутная мысль о единстве божества лежала в основе греческого и римского многобожия. Значит, обращаю ваше внимание на следующее. Вы почитали, да? Каждый из вас, если это почитает статью, ну, как-то вам будет сложно понять, о чем идет речь. А я вам объясню, о чем идет речь. Отец, значит, Сергий Алферов, как и многие другие люди, воспитанные совершенно не в рамках восточного христианства, я уже о кавказском не говорю, значит, когда видели те или иные традиции, они начинали, значит, недопонимать. Вот человек говорит, даже в тех местах, где не проник свет христианства, какие места в Абхазии, где не проникло христианство, если в каждой деревне по 2 храма осталось? Понимаете, то есть нельзя, вот эта ошибка, не повторяйте ее никогда, когда многие путешественники, исследователи, европейские, российские, приезжали в Абхазию и смотрели на нас, как на аборигенов. Знаете, там где-то в Африке затеряно какое-то племя, и британский этнограф Миллер приехал, значит, о, какой чудесный, значит, материал для этнографии. Понимаете, здесь, значит, хорошо, можно не знать историю. Не обязан ни отец Сергий, ни любой другой, ни вы не обязаны знать, например, детально, там, значит, источники, описания, все такое, да, история христианства в Абхазии. Но вы же визуально видите, понимаете, вы же, например, сейчас современные люди, приезжая в Афон, вы видите, смотрите сюда, огромный монастырь, смотрите в Анакапию, древний храм, пошли в ущелье, еще древнее храм. Ну, визуальный даже обзор, неужели вам не говорит о том, что наличие такого количества храмов, оно не могло пройти так даром. Если сейчас вы, те, кто сюда ходит на богословский лекториум, всего лишь за 1,5 года этих лекций, во сколько изменилось ваше понимание своей веры и многих вещей? А что, наши предки чем-то хуже были или умственно отсталые и не могли понять? Поэтому вот эту ошибку ни в коем случае не допускайте. Дальше. Омар Бега, известный исследователь, я уже вам сказал, в своем переводе, это, кстати сказать, я отдельную лекцию прочту, потому что это удивительно. Да. Это удивительно, потому что нам же интересно, вот как человек вне абхазской среды, которая находилась в влиянии советского времени, да, с атеизмом и со всем остальным, он не имел к этому отношения. И в то же время он представитель, то есть абхазов, ушедших отсюда в середине 19-го со своим языком, да, традициями и так далее. Это же очень интересно. И вот он, ну, сейчас я не буду всей этой работы касаться, перевода Евангелия от Иоанна, замечу следующее. Омар Бега для передачи имени Господь использует 2 термина. В беседе Христа с самаритянкой
где мы впервые в Евангелии от Иоанна встречаем имя Господь, в этом случае в значении «мой господин» он использует «сах». То есть самаритянка, обращаясь к Господу, она говорит «мой господин, сах». То же самое, значит, в 21 стихе 12 главы, где язычники обращаются с просьбой к апостолу Филиппу «господин» или, значит, современный перевод «господин наш», да? Что он тоже передает «ах». Смотрите, это очень интересно. Дальше. Во всех остальных случаях, только 2 случая, я полностью перечитал это Евангелие, во всех остальных случаях Омар Бигуа либо опускает этот термин, если он встречается, либо заменяет на «анша», или же употребляет совершенно неизвестное нам «амма». «Амма». «Амма» Ииса, он Ииса говорит, не Иисус, Ииса, Амма Ииса, Амма Анша. Я не филолог, надо подумать, откуда может происходить это слово, потому что Омар Бигуа переводил, наверняка переводил текст либо арабский, либо турецкий Евангелие, да, на абхазский язык. Может быть, этот термин связан с арабским миром или турецким, да, языком. Надо подумать. Но я констатирую факт, что главным термином для передачи «Господь» он использует «ама». Не «хахду», не «хапиту». И «хапиту» он всего лишь упоминает 1 раз, значит, в Евангелии от Иоанна, где он, например, хочет обратить внимание и передать, что он хочет сказать, да? Значит, «ихапуйту», когда он говорит «амма», «ихапуйту», то есть «амма», он хочет сказать, означает «ихапуйту». В примечании, да? Даже не в главном тексте. Это очень интересно, знаете? Да. Еще один момент. Почему я так обращаю ваше внимание на это, да? Даже он говорит так, «самма». Да? Вот этот же сокращение он использует, да? «Самма», «санша», да? Или «санша». Он вот так использует. Все это на латынице, он на кириллице не используется в его текстах, как вы понимаете, да? Но, слава Богу, Ардашуба сделал в последнем одном из журналов, Сухум Апа, выходит, кстати сказать, сходите на проспект Мира и купите этот журнал, последний за 2016 год, там это Евангелие есть, не имейте для себя. Вот. Интересна еще одна деталь. Омар Бигуа был знаком с переводом Евангелия Дмитрия Гуля и остальных переводчиков 1912 года. То есть, где они только термин «хапуту» используют, но он ее не использует. Вот это все дает нам возможность, видите, пронаблюдать исторический процесс, да, развития этого термина, его использования. Единственное, конечно, мы не можем с вами найти ответы сразу на все поставленные вопросы. Дальше. Значит, ваш покорный слуга в 2003 году в своих переводах уже церковных текстов и в практике богослужения мы постепенно стали избавляться от термина «ихапуту». Ну, не могу я его воспринимать, честно вам сказать. Псышево он ходцу, псышево он шажу, и гуами хацу. Вначале, думаю, плавный переход, как вы же понимаете, у нас же тоже фарисеев много, как блюстителей закона и чистоты языка, их же тоже немало в абхазской церковной среде. Вот. Но я решил вначале сделать «ихапуту анша», как-то, так сказать, плавный переход, то есть Господь Бог, и затем мы перешли к «хахду», исключительно на термин «хахду». И вот во всех текстах, уже издаваемых Священной Митрополией Абхазии с 2014 года, в том числе теми, которыми вы пользуетесь, во всех вы видите вместо «Господь» «хахду» единственное исключение, потому что у нас есть эти термины, да? Синонимы всегда нужны для того, чтобы текст был красивым, да? Эстетическая сторона текста была соответствующей. Мы не можем на каждой строке 20 раз писать одно и то же слово, да? Значит, вот исключение составляют те случаи, когда в одной и той же молитве, обратите внимание, либо церковном богослужебном тексте, подряд используется слово «Господь», «Царь» и «Владыка».
Почему? Потому что все эти три термина в абхазском передаются только одним. Ах. То есть если царь, ах, да, ну апсха, термин, который употребляют переводчики традиционно, нельзя использовать, потому что апсха имеет конкретное значение. Царь Абхазии. Вот. Значит, поэтому, чтобы мы могли отличить вот эти оттенки Господь, Царь и Владыка, да, значит, мы тогда используем вместо сах или ах и хакуту в символе веры, который вы держите, этот момент присутствует. Например, да, например, я скажу сейчас, да, например, Ицкедзу хадж харец хашахарам, яхакуту хартомцин хагна харапа, хахлу яханы жебун буйахцез, ацка вахта харларга хамчим харапа, избанзрухицпа. То есть, если мы скажем, избегая, да, значит, этого термина, скажем, Ицкедзу хадж харец хашахара, яхакуту хартомцин хагна харапа, яхакуту яханыш якун буйахцез, яхакуту. То есть, вы понимаете, нет вот этого оттенка царь, владыка и господин. Очень часто абхазы говорят, когда хотят сказать владыка, дандр, вот, да, значит, в обращении тоже. Кстати, когда я был на одной конференции в Сухуме, и, значит, ну, тоже после, как сказать, в современное же время, многие наши, значит, исследователи, представители интеллигенты решили, что как-то надо избегать слова товарищ, там, значит, и так далее, решили как-то по-европейски, дамы и господа, что-то в этом роде обратиться, да, и человек произнес, значит, фразы, да, и все как-то все друг друга смотрят, думают, что он хотел сказать. И один из присутствующих, он говорит, ну, он, говорит, хотел сказать дамы и господа. Поэтому абхазцы, когда не говорят ахчи, ахпорчи, да, значит, как при обращении дамы и господа, да, они говорят да-дра. Вот, абхазы, когда старики, когда выступают, да-дра. Ну вот ахчи, ахпорчи так не говорят. Это слишком искусственно. Поэтому вот эти нюансы тоже будьте добры, учитывайте. Вот эта статья выйдет, значит, в следующем номере нашего журнала. Единственное, вы теперь должны знать, четко и ясно, Марк, ты запомнил, да? Конечно. Марк, ты что-то раньше даже в тетрадке фиксировал, сейчас ты абсолютно разленился. Я запоминаю. Значит, все-таки анша тоже входит, объясните по поводу анша и хахту. Что было первично, и как он в церковном тексте жизни анша тоже. Смотрите, как нету. Да. Термин Бог первичен в любом языке. Да, я еще раз говорю, что есть очень много текстов, где используется термин анша, Бог. В случае использования термина Бог, что в Ветхом, что в Новом Завете, мы этот термин передаем через анша. В случае использования термина Господь, потому что, я еще раз говорю, богатство языка, разнообразие терминов, да? Но и еще поймите, что тут вы должны четко осознавать еще одну вещь. Почему ко Христу, обращаясь, да, ученики его говорят, Господь наш, да? Значит, не только в том смысле, что Он воплотившийся Бог, да, который является Господом для всех, но и в том смысле, что Он ставший истинным человеком и царь будущей славы. А по отношению к царю вы обращаетесь же сах. Да, понимаете? То есть, когда речь идет о, допустим, о логосе, да, мы говорим, как в Христе логосе, Бог, это понятно. Но когда речь идет о воплотившемся логосе, который еще является правителем вечного царства, которое мы с вами ожидаем, да, и мы хотим к нему обратиться, мы же не можем обратиться к нему, используя другой термин, за исключением сах. Да, мы же знаем, что он и Отец наш, мы его чада, мы сыновья. Но я еще раз говорю, отношения, как и между нами с вами, да, мы когда выстраиваем с вами отношения разные, мы же используем соответствующие термины. Значит, брат и сестра одно, супруги другое, родители с детьми третье, в обществе другое. Вы не позволите себе так обращаться, как дома вы обращаетесь с кем-то, с человеком, с которым вы не знакомы. Это же все означает,
это то же самое по отношению к Богу. Потому что Он личность, мы личность. Это же не какое-то, так сказать, аморфное существо, к которому мы не знаем, как обратиться. Как в некоторых, допустим, восточных религиях. Здесь конкретно. Христос имеет конкретную историческую дату рождения, имеет имя. Понимаете? И тем более Христос означает помазанник, то есть царь. Поэтому вы обращаетесь. Это от контекста зависит от себя. Мы вернемся, я на каждой лекции буду вам давать эти термины. Сейчас же, завершая эту часть нашей лекции, вы должны запомнить. Какие термины, Марк, вы должны запомнить? Хахду, Ехапыту. Ну, это так вы можете сказать, что где-то в частной приватной беседе Амма. Вот Ефрем беседовал, что там в одном моменте пишешь «са», а в одном моменте «а». Да, есть. Тут еще есть такой момент, значит, друзья мои, вот смотрите, вот тут это уже впоследствии, если кто-то из абхазцев будет серьезно заниматься наукой, да, было бы интересно вот пронаблюдать, почему, как и в Ветхом Завете, да, как на иврите, да, Господь мой. Потому что греки не говорят, значит, Господь мой, о Кириус. О Кириус мой не говорят, но они следуют уже тексту, Септуагинты, перевода, да. Это же очень интересно, почему, допустим, в абхазском языке очень режет ухо, если ты просто говоришь ахду, да, по отношению ко Христу. А вот сах, да, и почему именно и Соломон Званба, и Омар Бигуа, да, они не были теологами, да, я не думаю, что они вникали во все тонкости, да, этой темы, связанной там, как использовалось в Ветхом Новом, но они понимали, что для абхазской речи просто без приставки, а приставки-то не везде, они все равно ее добавляли, потому что они понимали, что она так воспринимается лучше. Сахду. Все, на этом эта тема закончена, а сегодня не возвращаемся к этой теме. Дальше. Теперь вторая тема. Святой мученик Василиск Каманский. Значит, из жизнеописания святого Иоанна Златоуста мы с вами знаем, что когда его отправили в Питиус, то есть нашу Пицунду, значит, он доходит до города Кама, за городом находится храм, он останавливается на ночлег в этом храме, ему является святой мученик Василиск и говорит: Амма и Сомеха. Здесь термин Амма используется, но он не в этом значении. Амма в греческом означает вместе. Значит, мы будем завтра, он говорит, крепись, брат Иоанн, завтра мы будем вместе. И Златоуст утром его ведут конвоем, ему плохо становится, возвращается, он служит литургию, умирает. В этой часовне и погребают его в гробнице святого Василиска мученика. Вот теперь нам интересно знать, кто этот мученик Василиск. Почему? Потому что, во-первых, Иоанн Златоуст следовал в Пицунду, и, во-вторых, есть абхазская версия, да, команд абхазских, появившихся в конце XIX века, что как раз это все происходило, вот эти события, которые я вам описываю, происходили здесь, недалеко от Сухума. Вот с тем, чтобы вы понимали, так ли это или не так, значит, и, во-первых, я для себя, чтобы понял, это сделал, не для вас, а для себя самому разобраться в этом. Я рассмотрел все источники, которые существуют на греческом языке, на других языках и так далее, все работы по этой теме, географию, все детально. Да? Там вы потом, когда выйдет на русском языке, вы увидите огромную часть, посвященную святому мученику Василиску. Сейчас я вам привожу резюме, да, вот, что из этих источников следует. А вы в процессе, значит, ознакомления с жизнеописанием святого Василиска, то, что сейчас вы будете слышать, а вы сделаете для себя выводы, могло это происходить в командах абхазских или нет. Посмотрю, как вы исторически тоже, как историки уже думаете. Да? До этого вы были филологи, сейчас вы начали. Теперь, прежде всего, этимология. Что значит слово «василискос»? Это греческое слово.
Значит, обращаю ваше внимание, да, когда мы встречаем имена древних христианских святых в древности, да, значит, когда мы встречаем имена нам позволяют иногда определить их национальность. Не всегда, но во многих случаях. Почему? Потому что если человек, например, святой Стратофил, епископ Пицунский, имеющий отношение к Абхазии, если его имя греческое, Стратофилос, то есть любитель войн, да, значит, мы понимаем в некотором смысле его происхождение. Для позднего времени это не играет никакую роль, потому что и вы сейчас, здесь многие сидящие, носите имена при крещении греческого происхождения, хотя вы абхазцы, русские, значит, другие представители нации, да, находитесь здесь. Это не имеет значения, что я вам даю, или какой-то любой батюшка, вы приходите, я хочу в честь Константина, в честь Елены, в честь Юлии, в честь... А это все греческие имена, поэтому это вам не помогает. А в древности этого не было. То есть крещение не требовало изменения имени. И это не распространяется на сербов, потому что его, может, зовут Горан, а он православный христианин. Его, может, Радан, значит, таких святых нет, но мы точно знаем, что большинство этих имен сербских, таких святых нет. Да? И только монашествующие священники имеют христианские имена. Но там традиция, как у абхазов, как и на Кавказе, когда они считают покровителем не одного святого по отношению к одному человеку, а одного святого, например, от храма и к всему роду. Например, то, что мы говорим Илыр Нахашату, да? Или Лзан Нахашату. Да? То есть вы не каждый имеете небесного покровителя в лице христианского святого, да? А имеете одного того храма, куда вы ходите. Например, скажем, сейчас вы под покровительством апостола Симона Канонита. Ну, понятно, что вы приходите уже здесь, постоянно ведете церковную жизнь. Итак, Василискус. Уменьшительное от существительного мужского рода Василевс, что означает царь. Значит, да. Василискус, теперь смотрите, в каких значениях, это уже греческий филолог Бабинетис, очень известный, он дает. Первое значение. Уменьшительно маленький и ничего не значащий царь. То есть царек. Дальше. Мифический змей, который имел на голове плюмаж, хохолок такой, да, и был изображен на венце египетских фараонов. Если вы фильмы какие-то видели, да, египетских фараонов, вы видели. Вот это змей, который значит, на короне, да, он именуется Василиск. Название ящерицы, обитающей в Центральной Америке, которая имеет на голове хохлок. Название птицы, носящей на голове желтого или оранжевого цвета хохолок. И последнее, название самой яркой звезды, созвездия Льва. Вот в 5 случаях, по данным греческих филологов, значит, мы используем термин, кстати сказать, это мученик Василиск, потом мы вернемся к этому. Вот. Мы используем термин Василискус. Теперь, помимо него, мы знаем, что в истории Древней Церкви носил это имя император Византийский, который жил в V веке. Других каких-либо данных, к сожалению, у нас пока нет. Дальше. Теперь нас интересует, вот смотрите, какая логика вашего мышления должна быть. Ну вот вы выяснили, что святого Иоанна Златоуста ему явился какой-то мученик Василиск, значит, и сказал, он был погребен. Что вы должны сразу после этого сделать? Как вы думаете? Какие ваши действия? Прежде всего узнать, сколько святых существовало с таким именем. Понимаете? То есть, да, потому что вам нужно выяснить, я поставил вопрос, какой. Да? Значит, и мы выясняем, что из источника у нас есть священномученик Василиск, епископ Каманский, пострадавший с Лукианом, пресвитером антиохийским в начале IV века в городе Никомедия, современная территория Турции на берегу Мраморного моря. Дальше. Второй. Святой мученик Василиск, племянник святого Федора Тирана, пострадавший в IV веке в Каманах Понтийских.
Третий, святой мученик Василиск, пострадавший вместе со святым мучеником Мамонтом. Значит, к сожалению, мы не знаем приблизительно, о каком времени идет речь. Их память 29 июля. И, наконец, последний святой, Василиск, преподобный Сибирский, прославленный русской церковью в 2004 году, умер в 1824 году. Кого из этого списка мы сразу исключаем? То есть Иоанн Златоуст никак в Сибири не мог оказаться. Значит, где подвязался. Значит, мы его с вами сразу исключаем. Да? Кого еще мы можем из этого списка исключить? Да, вот. Мы пока никого не можем исключить. Да? Да. Но, значит, когда мы, точнее, я ознакомился с жизнеописанием этих святых, получается, что из всех вышеназванных святых к исследуемой теме Златоуста, потому что там же должно быть описание, что они жили, по крайней мере, до Златоуста за 100 лет. Потому что это происходит все в 407 году, значит, они должны были жить до 407 года. Вот по всем этим критериям разным, это один из всего лишь критериев, который я вам привел, мы имеем священномученика Василиска епископа Каманского и священномученика Василиска Каманского. Когда мы потом сравниваем эти тексты, мы убеждаемся, что это один и тот же человек. Потому что оба имеют отношение к Каманам, оба там пострадали, просто один автор допускает ошибку и приписывает ему титул епископа. Теперь, святой мученик Василиск Каманский. Запоминайте, друзья, потому что потом вас кто-то спросит, паломники, часто, батюшка же не обязан всем отвечать, да? Вы тоже должны быть просвещенны в этой части. Значит, святой мученик Василиск Каманский родился в последней четверти III века, мы не знаем точной даты его рождения, в пределах города Амаси. Значит, когда вот сейчас как раз карта мне нужна была. А питание заканчивалось. Написано питание. Да, сейчас я, значит, как раз когда карта нужна. Питание что? Сейчас, одну минуточку, друзья мои. Когда она нужна была? Питание, Сейчас, подожди. Появилась, да? Ну, замечательно. Значит, теперь. Чтобы у вас было представление, вот перед вами карта. Не очень хорошо видно, да? Сейчас, одну минуточку. Да, нормально. Резкость. Куда-то резкость исчезла. Из-за света, может быть. Да? Ну, в любом случае... Видно. Да. Самое главное, что вы должны запомнить, это Черное море. Так? Это побережье Черного моря, турецкое побережье. Мы с вами находимся на той стороне. И вот здесь находится город Амасия. Видите, вот здесь вот. Вот город Амасия, здесь Каманы Понтийский. Недалеко от этого города. Значит, из жизнеописания этого святого мы знаем, что он родился в городе Амасия. Это современный город под таким же названием Амасия на территории Турции. И вырос в селении Хумяло. Значит, следующая карта. Это тоже мы знаем. Пожалуйста. Значит, вот Амасия. Здесь лучше чуть видно. И, значит, вот напрямую не попадешь. Здесь были горные, да? Горные хребты, поэтому нужно было обойти дорогу вот сюда. И вот здесь находится деревня Хумяло, называется. Значит, это приблизительно сегодняшняя Гюзова на территории Турции. То есть две вещи, которые вы запоминаете. Мы знаем место точно, где жил святой мученик Василиск. Амасия был это центром этого региона. И мы точно знаем место его рождения. Это не в Абхазии все, как вы понимаете. Да? Если бы там было бы написано Гудаутский район
село Джеруха, например, скажем, да, у нас были бы какие-то с вами основания, правда, нет. В нашем случае все-таки эта деревня должна быть в Чунчирском районе, потому что он идет в Пицунду. Да? Поэтому, значит, Чунчирский район, село Дзюбча, мы еще можем положить, что Иоанн Златоумученик Василиск, оттуда, значит, вот там он умер. Дальше. Он приходился племянником святому мученику Федору Тирану. Обращаю ваше внимание. Мы точно тоже знаем, что это святой Федор Айтар по-абхазски, помните, мы праздновали. Значит, что он родился в этом городе, мученически пострадал в этом городе, был погребен в этом городе. Все это тоже известно. Дальше. После смерти правителя Амасия Публия, так его звали, Оемнос Публиос, при котором святой Федор принял мученическую кончину, на его место приходит новый, да, Асклепиадот, значит, родом фригийц. И он говорит следующее. Имеет при себе императорский указ Максимиана и Максима, двух соправителей Римской империи, принуждать христиан приносить жертвы перед языческими идолами. В случае отказа рубить голову мечами. Все это происходит, теперь обращаю ваше внимание, как мы устанавливаем дату, когда жил святой мученик Василиск. Мы не знаем ни даты рождения, ни даты смерти, но мы знаем, что во всех источниках сказано, во время соправления двух императоров Максимиана и Максимина, а я сравнил все эти даты, их соправление приходится между 309 годом и 311 годом. Вот в этом промежутке, 309-311, он пострадал. Других конкретных дат у нас нет. И вот он приходит, этот Асклепиадот, садится на трон в Сенате и дает указание начальнику тюрьмы и Власию принести акты, что там произошло с мучеником Федором Тираном. Значит, они читают акты, как он мученически пострадал, все равно не принес жертву и так далее, и так далее. И он говорит, а где эти люди, которые были с ним? И имеется в виду святой мученик Евтропий, Клеоник и Василиск. То есть святой Василиск всегда встречается среди вот этих трех святых. Значит, память которых, как вы помните недавно, да, мы совершали 16 марта. Всегда, какие бы тексты вы ни взяли, то есть, ага, у нас уже есть дополнительно еще 2 человека, которые вместе с ним жили, страдали, были воинами, служили в одном отряде под руководством святого Федора Тирана. И как вы видите, все эти имена, в том числе греческие. И он, значит, этот начальник тюрьмы отвечает. Они сидят в тюрьме, в городе Амаси. То есть, смотрите, родился в Амаси, в Кумяло, под деревней, значит, служит святой мученик Василиск здесь, у родного своего дяди, и служит вместе. Марк, ты помнишь своих сослуживцев? Вот это то же самое здесь. Мы помним, то есть его сослуживцев по именам. То есть это не какая-то тайная и неведомая история вещи. Их звали Евтропий и Клеоник. Теперь, источники нам говорят, что вот этот Евтропий и Клеоник были родными братьями. Они были из Каппадокии. Каппадокия находится вот здесь. Они были родными братьями. Василиск же был племянником святого Федора Тирана, и он был родом, да? Значит, из деревни Хумяло. Дальше. Теперь еще одна очень важная деталь. Вот помните, я вам говорил, значит, я хочу, чтобы вы думали, да? Помните, я вам говорил, 2 святых претендуют. Священномученик, священномучеником мы называем человека, который в сане священном, да? Значит, и в данном случае речь шла, что епископ Василиск, да? И мученик Василиск. Скажите, пожалуйста, вот это описание, которое я сейчас вам читаю, почему исключает епископа? Потому что он воин. Воин, да? То есть мы нигде не видим, что он учился при храме, архиепископ Кесарий Каппадокийский, епископ Амасий, который тоже был митрополит Амасий, что он его рукоположил и сказал, я тебя назначаю в город Каманы в качестве епископа.
Ничего вы этого не видите. Вы видите простого человека, простого солдата. Дальше. Значит, солдаты приходят, забирают святых Евтропия, Клеоника и Василиска и приводят перед императором. И тут начинается целый диалог. То есть император их начинает принуждать. Имейте в виду, что если вы, так сказать, не принесете жертву, все это очень плохо закончится для вас, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Вот он что говорит. В случае же отказа тело святого Евтропия будет разрублено на куски и отдано на пропитание собакам и зверям. А все, что останется, будет брошено в реку. Почему? Это будет сделано для того, чтобы у христиан не было возможности взять останки святого Евтропия, помазать их миром и почитать как тело святого. Видите, какие условия ставили? Тут нас с вами никто не гонит, мы христианской жизни не хотим. Никто от нас не требует отличия. Тут, представляете, изрубят тебя на куски. Дальше. Значит, долго он их мучит. Я вам не буду все это излагать. Он 2-3 раза привозит их из тюрьмы, они все время это отказываются, и так далее, и так далее. И вот теперь святого Евтропия, Клеоника и Василиска, значит, подвергают истязанию. Их растягивают и избивают жилами. Знаете, что такое жилы? Невры, да, вот эти, значит, у них очень страшно, больно происходит. Животные, кожа животных. Значит, а затем, тоже я буду опускать, потому что вам это все не нужно. Дальше. Асклепиадот спрашивает у членов Сената, что делать дальше с этими святыми. Сырмохуй, что нам делать дальше? Значит, ему один советует быстро казнить их, иначе все жители города перестанут совершать жертвоприношение богам. Тут Евтропий снова зовет, значит, Асклепиадот снова зовет Евтропия, он и говорит, ну послушай, говорит, я от тебя ничего не требую. Ты, главное, завтра мы назначим день жертвоприношения, а жертвоприношение в то время означало, стоит статуя Бога, Аполлона, например, скажем, или Афродиты, да? И, значит, подходишь, император тебе, правитель тебе дает ладан в руки, ты, значит, там угольки, ты бросаешь это туда. Все, больше ничего особо не нужно. Значит, а он ему говорит, даже этого я от тебя не требую. Ты просто перед людьми скажи, что ты повинуешься мне. Что, дескать, моим указаниям ты повинуешься. Больше от тебя ничего не требую. И более того, он говорит, если ты это сделаешь, я тебя назначу правителем. Одного из регионов, доверенного мне провинции Римской империи. Какие для нас соблазнительные предложения. А ну что там, ладно, бросил, сейчас большое дело, потом пойду к батюшке покаюсь. Мы же так говорим с вами. Ну что там, а тут тем более, сейчас меня назначат, мне дадут правление и все такое, а тут меня и изрубят. Зачем мне это надо? Смотрите, какая разница в мышлении современных христиан, не всех, конечно, но большинство современных христиан, от того, что мы видели и слышали. Значит, дальше. По решению правителя Сената назначается в Амасии день совершения жертвоприношений богам. Значит, обращаю ваше внимание, смотрите, какой интересный текст. Храмы, значит, храмы в городе Амасии, вот в этом городе, были в честь Артемиды, богини Артемиды, или Артемидус по-гречески. Вот интереснейшая деталь. В точнее, в Деяниях апостолов сказано следующее. Будьте внимательны. Был некто серебряных дел мастер по имени Дмитрий, изготовлявший серебряные изображения храма Артемиды. Он обеспечивал работами многих мастеров. Это все Деяния апостолов. Собрав их и других собратьев по ремеслу, Дмитрий сказал: друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. Но вы сами видите и слышите, что творит этот апостол Павел. Он говорит, что боги, сделанные человеческими руками, вовсе не боги. И он сумел убедить в этом немало народа в Эфесе и почти во всей Азии. Вот эта Азия, это и есть вот эта Малая Азия, где мы с вами находимся.
А это грозит не только тем, что наше ремесло приобретает дурную славу, но и тем, что само святилище великой богини Артемиды ничего не будет значить, и в конце концов будет обращено в ничто величие богини, которое чтит вся Азия и весь мир. Теперь вопрос к вам. У вас есть сведения о наличии храма Артемиды в Каманах Абхазских? Вот. Понимаете, то есть, когда что-то ты рассуждаешь, надо иметь основания. А тут, смотрите, два независимых текста. Деяния апостолов никакого отношения не имеют к тексту жизнеописания святого мученика Василиска. Их много, составлены в древности. Но смотрите, все это происходит, и все это связано с Артемидой, да, с богиней. А для них, видите как, если стоит статуя, это и есть Бог. Вот он здесь присутствует. Поэтому, когда я вам говорю об религиозных верованиях абхазов, не путайте, да, язычество, когда называют абхазцев язычниками. Абхазцы никогда не верили в том, что какая-то статуя является Богом, или Артемидой, нужно было поклоняться ей как Богу. О женских богах я уже вообще не говорю. Поэтому вот эти вещи очень важны, запоминайте. Дальше. Разумеется, что Асклепидот отказывается от всего этого, и теперь что он делает? Значит, после мольбы Евтропия к Богу о помощи происходит землетрясение в храме, от которого сотрясается храм, падает статуя Артемиды и разбивается на куски. Сенат весь в панике, как мы бы сказали современным языком. Сам же правитель Асклепиадот, да, испугавшись оттуда, выбегает, идет в здание Сената, они находятся в здании храма, значит, и садится на свой трон и повелевает принести асфальт, значит, растопленную смолу, и растопить смолу в 3 медных тазах. И вот это все они выливают на этих мучеников. У меня был, простите за такую подробность, у меня был очень хороший преподаватель Московской духовной семинарии Академии, профессор Юдин. Он читал историю русской церкви. Мы все любили и обожали его лекции, потому что он очень жизненно нам демонстрировал. И вот он как-то вспоминал о нашествии татаров на Русь, да, и говорит, и там такой фрагмент был. Вот этот фрагмент, кстати сказать, есть в фильме Андрея Тарковского, значит, Андрей Рублев, да, там, когда Никулин играет, да, ему завязывают и заливают растопленное, да. И тут он стоит на кафедре, мы все студенты сидим, он так говорит, растопили олово и влили ему в рот. Олово в рот. Да. Как-то он себе это представил очень жизненно. Поэтому сейчас-то мы это говорим так с легкостью, но вы себе представляете, да? С ними ничего не случилось, с этими святыми. Это еще больше разгневало Асклепиадота. В конечном итоге он говорит, что вы маги, потому что это вы магическими всякими способами разрушили мне статую богини Артемиды. Это вы, не может человек, это же физически невозможно, на человека котел, значит, растопленного асфальта вылить, чтобы он остался жив. Значит, вы какие-то там магические действия делаете. Значит, и выносит приговор следующий. Евтропия, учителя магов, он так и говорит, «Видаскалон онтатон магон», и с ними колдуна, Клеоника, не подчинившийся повелению Августа и признавших себя христианами, распять за городом. Василиска вновь заключить в тюрьму. Значит, вот здесь я нашел роспись одного храма, где как раз вы видите Клеоникас и Евтропий. 2 мученика, вот распяты. Но обращаю ваше внимание, Василиск не был распят с ними. Он был заключен в тюрьму. Он говорит, как это так? Я с ними служил, я с ними исповедовал христианство. Почему вы меня оставляете в тюрьме, а их распинаете? Распните меня. Мы бы с вами как сказали? Слава Богу. Мимо меня это прошло. И где-нибудь там, значит, в укромках Стародранской тюрьмы не подавали бы голоса, пока не пройдут гонения. Да? Слава Богу, что все фашисты. А Василиск требует, значит, он ему что отвечает?
поскольку, он говорит, правитель, вы, Евтропий, Клеоник и Василиск, вместе договорились пострадать, такую радость я вам не предоставлю. Вот, вначале двоих, а ты будешь пока сидеть в тюрьме. Значит, мученическая кончина их происходит в 309-311 годах. Теперь смотри, два благочестивых христианина, мы их имена тоже знаем, Ковид и Вилоник, члены Сената города Массии, просят этого Егемона, ну, просят в каком смысле, пакетик с деньгами, с золотом, и выдай нам тела этих двух мучеников. Он говорит, забирайте. Они берут тела святого мученика и погребают его с почестями в своих владениях. Один, вот этих двоих, да. Одного погребают, Ферма называется, это современная Хазава в области Самсун. Ну, Самсун, по крайней мере, у вас на слуху. Это известный город на территории Турции, да, современный. И это место находилось в 18 километрах от Амасии. И Клеоника погребают, место называлось Кима, в 45 километрах от Амасии. Чтобы вы понимали, друзья, отдельно не похоронили, что их было два сановника. Один сказал, одного я, это же святые, как вы понимаете, да, мученики. Он говорит, одного я у себя хочу, а ты у себя похорони. Значит, вы имеете в виду, друзья мои, да, это все происходит, смотрите, мы точно знаем, 45 километров от Масии одного и 27 километров. Значит, от города Масии до современной Абхазии порядка 600 километров. То есть это даже близко даже, вот так, да, речь напрямую, если брать, без дороги, напрямую, да, 600 километров. Понимаете, да, морем если брать, морем еще длиннее. Поэтому вы видите, что это все вокруг опять Амасии. То есть мученик Василиск сидит в тюрьме, два его соратника, сослуживца, распинаемые, погребены в этих городах. Проходит какое-то время, этого Асклепиота сменяют на еще одного правителя Агриппас или Агриппа. Он прибывает в свой город, и тут он говорит, значит, я много слышал об этом солдате, который сидит у вас в тюрьме. Что с ним, с мучеником Василиском? То есть они же все это же распространяется, информация. Он прибывает, все сразу сановники сообщают, кто где сидит, кто чем занят, кто чего стоит, кого куда назначить, какие должности может, кто свой человек, кто не свой человек. И вот они ему сообщили, что да, вот сидит еще один у нас тут в тюрьме, вот никак не хочет, так сказать, смириться и принести жертву богам. Смотрите, в это же время в самой тюрьме святому Василиску является святой Федор Тиран. И Господь, да, и говорит ему, тебе предстоит испытание. И прежде чем это произойдет, ты уйдешь из тюрьмы, встретишься со своими родными в селении Хумяло, затем вернешься и примешь мученическую кончину в Каманах. Значит, смотрите, это вы, значит, не путайте, вот, пожалуйста, значит, еще один момент. Вот Амасия, да, это все происходит в Амасии. Здесь он сидит, здесь Агриппа, посмотрите, где Каманы находится, ниже, да, и это родная деревня святого Василиска. Вот он ему говорит, что ты уйдешь, то есть ты пойдешь отсюда домой, здесь ты будешь находиться, попрощаешься, и не возвращаясь в Амасию, тебя поведут в другой, уже крупный центр, и там тебя, значит, будут судить. В это время он утром просыпается, двери тюрьмы открыты. Он зовет солдат, охранников, и говорит, вот так и так я хочу пойти домой. Значит, позвольте мне несколько дней побыть дома, потому что, значит, я потом приму мученическую кончину. Они говорят, мы не можем этого сделать, потому что Агриппа, если мы тебя отпустим, он нам голову отрубает. Но он тогда им говорит, Василиск, ну, раз вы не можете одного меня отпустить, пойдемте со мной. И они соглашаются. И вместе с ним отправляются в его, вот сюда, в это место. Один из источников нам говорит, что один из авторов жизнеописания был тем солдатом, который вот сопровождал святого Василиска в это место. Поэтому он видел все эти детали.
И что происходит? Агриппа приходит, говорит, приведите Василиска, начальник тюрьмы приходит и говорит, что он ушел домой. Ну, представляете, значит, в каком состоянии правитель, он, разумеется, наказывает правителя, он требует, чтобы немедленно доставили, он говорит, поскольку он новый правитель, обращаю ваше внимание, новый правитель, он говорит, все равно мне надо быть в командах, да? Значит, владение свое смотри, вы его сюда не ведите, вы его туда приведите. И он отправляет новых солдатов сюда, в это место. И что они делают? Значит, что касается самого Василиска. У него была, значит, мать, братья. Некоторые источники нам уточняют, что было 3 братьев. И остальные другие родственники. Он приходит с ними, встречается, лобызает, наставляет их в вере. Значит, затем, после того, как дается указ, в селение правитель посылает начальника охраны тюрьмы, магистра с солдатами, дал ему указание схватить Василиска и привести его туда. Что они делают? Магистр, выйдя от правителя, дает указание изготовить медные сапоги со множеством острых железных гвоздей снутри. Значит, затем, взяв с собой главного охранника и солдат, и цепь еще вдобавок они берут, они приходят, значит, туда в деревню, схватывают святого Василиска, одевают ему медные сапоги. Значит, представьте себе, Шаул Шушева, да, вот в этих медных сапогах. И ведут его в команду. Значит, за ним следуют братья, сестры, мать, они переходят, значит, вот смотрите, интереснейшая вещь, еще одна интереснейшая вещь. Вот место, где отцовский его дом, и вот здесь, значит, Таманы Понтийские. Обращаю ваше внимание, вот если абхазская версия, получается так, что вот Амасия, и вот отсюда они должны повести вот так, туда, до самого верха, то есть это порядка 4 раза больше, чем вот этот промежуток, который вы видите. Вы себе представляете, в медных сапогах с гвоздями человек, чтобы прошел 500 километров? Это невозможно. А здесь смотрите, где находится, значит, его родное село и где Каманы. Вот этот небольшой промежуток. То есть даже логически, с точки зрения истории, знаете, это более вероятно, чем та версия, о которой я вам говорю. И тут смотрите, гвозди вонзаются бедно ему в кожу, святой мученика, и доходят они до места Деказар. Мы точно знаем это тоже название. Там живет гречанка. Ну, термин гречанка во многих текстах, друзья мои, вы имеете в виду, когда говорит грек или гречанка, имеется в виду язычник. Чаще всего, да? То есть не национальность, а имеется в виду, что вот они были язычниками, как и апостол Павел, да? Когда мы говорим эфнус, да? Там нет слова язычник в Новом Завете, да? То есть другие народы, помимо еврейского народа, да? Которые не знали истинного Бога. И они называли народы их, да? Эфнус. Отсюда у нас слово язычник, то есть языки, говорящие на других языках. Вот она там живет, в этом месте. Теперь смотрите, самый интересный момент. Вот его ведут из этого места, из родной деревни, переходят мост, приходят в какое-то место Деказар, к сожалению, локализовать я его не смог, потому что он окончательно исчез, но он находится между Каманами Понтийскими и вот этим селом. И что там происходит? Она их принимает всех в дом, солдат ведет она в дом, святого Василиска связывают вот так задними руками об дерево. И в этот момент люди собираются вокруг него, все смотрят на него, всем же интересно, как вы понимаете, да? Кого-то ведут, зачем ведут, для чего ведут. И в это время по его молитвам происходит землетрясение. И пробивает источник святого мученика Василиска. Когда это увидели солдаты, они все выбегают, они, конечно, испугались, сняли с него, значит, сапоги, сняли цепи, сказали, ухолку и туда, но мы поведем тебя в команды, но уже не таким способом. А сама она
домохозяйка, да, вместе с родными принимает крещение. Теперь, что вас должно здесь удивить, если это происходило бы в Каманах? В Абхазии. Вот смотрите, логику, ловите логику, да? Человека ведут из деревни Хумяло в город Каманы, в местечке, которое расположено между этими двумя городами, под названием Доказар, где жила гречанка со своей семьей, забивает источник святой воды. Что вас должно удивить для абхазских команд? Что этот источник находится в самих командах. Да. То есть, понимаете, все находится в командах. Храм, место погребения, монастырь, источник, все. А тут житья-то его этого не говорит. Они говорят, что забил источник, и автор, причем автор, составитель пост, он говорит, до нашего времени этот источник там находится. И что до нашего времени люди получают исцеление. Сейчас я не могу сказать, почему, потому что вот у меня было желание, честно вам сказать, вот совершить вот этот экскурс, да, но времени не хватило. Вот если и кто-то из археологов поедет, все это, в принципе, можно идентифицировать. Я думаю, что источник никуда не исчез, как и наш источник, который находится за этим монастырем. Возможно, потому что, например, в Пицундах тоже был источник, но его нет. Закопали, зарыли и все остальное. Вот. Дальше. Затем они встают утром, ведут дальше святого мученика Василийского. Вот здесь очень интересный один еще момент. Они приближаются к городу Каман. Смотрите, еще одно у нас название. Они переходят через мост, расположенный через реку Иереус. Вот эта, значит, река Иереус, современная Эзиль-Марк, находится в Каманах Понтийских. Понимаете? То есть еще одно топографическое название. Дальше. И, значит, они конвой приводит его уже на третий день к месту его мученической кончины. Смотрите, источники нам говорят, что он вышел отсюда, и на путь, вот до Каман, ушло 3 дня. Это логично. Первый день его вели в кандалах с гвоздями, потом, после чуда святого источника, его освободили, он уже шел, ему даже предложили пойти на ослике, да, сесть на ослик и повезти. Он сказал, нет, я все равно пешком пойду, и он пешком. Это вполне логично, если учесть, что между деревней его рождения и Каманами всего лишь 13 километров. Нелогично разве? Если мы представим Каманы Абхазские, это приблизительно следующее расстояние. Вы начинаете от вокзала ГУМ, ну где этот обезьяний питомник, да, поворот. Вот оттуда вы, если пешком идете, вот, значит, и вы прибываете в Каманы в течение 3 дней. Там даже 3 дня не нужно. Но тут же речь идет о том, что они остановились, ночевали, да. Что эти кандалы, он же шел, ходить не мог же. Правильная задача-то была, чтобы он в дороге умер. Теперь дальше, по прямую 13 километров, да, там высчитано. Разумеется, что дорога, пока они проходили через ущелье, горы и все остальное. И теперь они попадают в Каман. Что здесь происходит? В Каманах же понтийских находился храм в честь Аполлона. Значит, в этот храм приводит святого мученика Василийского, и Агриппа ему говорит, ты должен принести жертву, иначе, значит, пострадаешь, как и в тропе Калины. Мученик Василийский говорит, хорошо, я принесу жертву. Тут, значит, Агриппа обрадовался, говорит, вот, значит, смотрите, какое чудное явление, он сам согласен принести жертву, все такое. Святой мученик Василийский подходит к жрецам, а что такое жертва, уже там при воскурении и возжжении жертвенного животного. Он подходит и говорит, к какому богу вы обращаетесь? Ну, они ему говорят, Аполлон. Он говорит, я такого бога не знаю. И святой мученик Василийский воздевает свои руки, молится, и в это время происходит землетрясение, падает эта статуя Аполлона, выбегает Агриппа со всеми остальными. Он-то думал, что теперь он будет языческим богам молиться. Он ему говорит, Василийский, ну ты же сказал, чтобы я помолился и обратился. Я и сделал. Вот. И меня услышал мой истинный живой Бог. Это, конечно, вдвойне разгневало
значит, правителя, он говорит, идет в здание, значит, судьи, туда он его зовет. Что он говорит следующее? Это ты, святой Василиск, сиеси Василискус Перифимус, то есть известный всем, да, уже все наслышаны, потому что уже эти же солдаты же тоже, понимаете, которые шли, они же, придя в наше время, что же, мальчик послужил, придел, рассказывал, что он там делал в армии, где был, куда попадал, какие истории и так далее. То же самое они говорят, пока мы его вели, там, знаете, мы были в Доказаре, там забил источник, потом эти ушли, эти пришли, все. Это уже город весь знает, Каманы, да, значит, понтийский, что с этим человеком происходило. Далее. После очередного наставления, значит, которое абсолютно безрезультативное, правитель Агриппа дает следующее указание. Приговор. Отрубить голову святому мученику Василиску. Если вы помните, тех казнили. Вот процесс, так сказать, казни. Ну, понятно, что это очень поздняя икона, роспись. Но, тем не менее, вы видите, приблизительно так же пострадал и святой апостол Симон Крит. Это была мера наказания того времени. Вот что он делает. Солдаты берут святого мученика, выводят его за город Каманы, к месту под названием Диоскор. Вот, смотрите, и отсекают ему голову мечом. То есть, опять получается так, что в Каманах абхазских он пострадал прямо там. Мы говорим, что где место источник забил, там он пострадал, да? Да, да. Диоскор. Диоскор. Значит, это один момент. Почему не может быть здесь Диоскурия? Скажите, почему не может быть? Море, потому что там нет моря. Ну и помимо этого, ко времени мученической кончины святого Василиска город Диоскур именовался Себастополис. Это абсолютно точно известно. И что дальше? Агриппа приказал бросить тело в реку. Значит, один из палачей по имени Приск, взяв тело мученика, поволок к реке. Однако христиане, среди которых находился Евсигней, просят Приска подождать, пока не разойдется народ, потом они ему дадут деньги, и они заберут тело мученика. Они берут на самом деле это тело, прячут его, затем ночью хоронят его на невспаханном поле. Значит, обращаю ваше внимание, да? Затем, таким образом, мученическая кончина произошла 22 мая, или по-нашему 4 июня, между 309 и 311 годами. Поэтому, друзья мои, собственно говоря, день памяти святого мученика Василиска – это 22 мая или 4 июня. А когда вы в церковных календарях видите дважды память его, то есть еще, значит, 16 марта, да, 3 марта по-старому, 16 вместе с Клеоником Евтропием, это неправильно, потому что он в тот день не пострадал. Да? Но один из монахов внес во время значит, правки рукопись, он изменил, да, он опустил даже имя святого Василия, он говорит, ну а как мы можем праздновать, если он не пострадал? Для христиан день празднования памяти мученика, день его мученической кончины. Я, когда занимался святым Василиском, значит, была опубликована одна рукопись Патмосского монастыря, где остров Патмос, где святой Иоанн Богослов получил откровение Апокалипсиса. Да? И вот монах этого монастыря, приблизительно 12 век, переписывает жизнь святого мученика Василиска. Но это было, конечно, удивительно. Во-первых, эту рукопись издавал очень известный французский исследователь, геолог, значит, Франсуа Алкен такой был. Франсуа Алкен владел в 10 раз лучше, чем я, древнегреческим языком. Он не смог перевести этот текст. То есть не стал даже его переводить. Остальные там приведены тексты, связанные с мучением. Я думаю, меня поинтересовало, почему он этого не сделал. Да? И стал смотреть древнегреческий текст. Вот, значит, это к тому, что мы с вами в самом начале лекции говорили. И вот монах сидит, великолепный остров. Да? Вы смотрите на Эгейское море, да? Сидит и переписывает рукопись. Доходит во времена Максимиана, Максима, и тут он начинает. А вообще эти императоры, кто они вообще такие? И кто им дал право, значит, так себя вести?
И вот правильно, что потом они были наказаны, и что хорошо, что они потеряли империю. То есть он пишет в XII веке о событиях, значит, IV века, не зная ни императоров, ни святых, но с такими, значит, отходом. И вот все время, вот ты смотришь все время в тексте, вот этот отход. И очень сложный язык, то есть он столько оборотов использует, что это перевести практически невозможно. Вот что иногда происходит с источниками тоже в том числе. Дальше. Наконец. Некто Марин, мы тоже его имя знаем, христолюбивый человек, строит храм, мартириум называется, запомните это слово, в древности, где хоронили мучеников, да, этот вид построек именовался мартириум, по-гречески мартирос, да, мартириум, да, мартирос, по-гречески мученик, мартирос, то есть свидетель, да, свидетель Христа. Теперь дальше. И, кстати сказать, знаете, еще какой термин тоже запомните. В греческих текстах, когда речь идет о святых, вот, которых так мучили и так далее, да, афлетис, то есть атлет. Почему? Как, значит, как человека, которого испытывали, да, вот то же самое термин употребляется. И, наконец, как я вам сказал, он берет, строит этот мартирий, мы, правда, не знаем, в какое время это строится, создает гробницу святому мученику Василиску, и 13 сентября 407 года туда попадает святой Иоанн Златоуст, и его там погребают. Таким образом. А чем могила сейчас, где мы приходим, помощь? Сейчас, одну минуточку. Вопрос я не забудь, единственное напомню, что есть Раймон Женен, он написал очень много работ по храмам, церквям и так далее Византийской империи. Всего лишь 2 храма нам известны в истории христианства, посвященных, точнее 3 храма, святому мученику Василиску. Это в Каманах Понтийских, это в Константинополе, в X веке у нас упоминается наличие небольшой церкви в современном Стамбуле, и это еще, наконец, в XIX веке в районе Трапезунда тоже находился один из небольших храмов в честь святого мученика Василиска. Таким образом, значит, мы приходим к следующему с вами заключению, и этим я завершаю, потом Марк ответит на твой, значит, вопрос. Значит, таким образом, мы вслед за баландистом, подготовившим жизнеописание святого Иоанна Златоуста в составе Актосом, которым это очень известное издание, Делихаб и Алкиена полагаем, что святой Василиск, епископ Каманский, о котором впервые сообщает Палладий, святой мученик Василиск Каманский, племянник святого Федора Тирана, соратника святых Евтропа и Клеоника, это один и тот же святой. Титул же епископа по ошибке ему приписал Палладий Ленопольский. Если большинство исследователей видят ошибку в сообщении Палладия относительно того, что святой Василиск, который являлся святым Иоанном Златоустом, мог пострадать в Никомедии, вместе с Ситром Антиохийским Лукианом, это невозможно, потому что расстояние 1000 метров, то мы дополнительно к этому в качестве ошибки в сообщении Палладия считаем, что святой Василиск был назван епископом. В любом случае, если даже в дальнейшем будет доказано, что святой Василиск епископ Каманский и святой мученик Василиск Каманский это 2 разных человека, мы знаем точно одно. Они оба, согласно источникам, были погребены в одном и том же месте, в Каманах Понтийских, и один из них явился в 407 году Златоусту. Следовательно, кончины погребения святого Иоанна Златоуста, вне зависимости от того, был ли святой Василиск епископ Каманский, или же святый мученик Василиск Каманский, разными людьми, или же одними и теми же святыми, произошла в Каманах Понтийских, то есть на месте современного населенного пункта Гюменек на территории Турции. А почитают там Гюменек сейчас? Сейчас на территории Турции и то, что я вам рассказываю, исключительно турецкое население. В 1924 году при обмене населения греческое покинуло. Но имеется фотография гробницы, сделанная в начале 20 века. Значит, мощи святого мученика Василиска я нигде не встречал. А вот Иоанн Златоуст, они находятся, в том числе в монастырях Святой горы Афон, там рука нетленная, правая кисть, например, да, в монастыре Филофея и в остальных других местах.
Теперь, что касается, Марк, твоего вопроса. Ты сам что ты построил храм там. Да. Занимался. Я занимался, друзья мои, вы думаете, что не так легко, так сказать, избавиться от команд хасидских? Нет. Потому что я был 6 лет настоятелем этого монастыря. Это часовня, которая там стоит, при мне строилась. Весь этот холм, как мы сейчас с вами субботники делаем, расчищаем, все это в командах, мы тоже со студентами все это чистили. Но люди задавали мне вопросы. Вот. Те, кто знал, приезжали к нам, они говорили, ну, отец Тимофей, это все хорошо, но это никак не соотносится с источником. Да? И вот мне нужно было найти самому объяснение и самому убедиться, что это действительно так. Теперь твоего вопроса, поскольку это задала одна из слушательниц в университете, она говорит, экскурсоводша, она говорит, а что с могилой мученика Василиска? Смотрите, друзья мои, дело в том, что у нас есть карты 19 века, составленные Чернявским. На этих картах указано, что вот где сейчас Каманский монастырь, представляете себе, да? Храм главный 11 века постройка. Вот этот храм был святого Василиска. Не Иоанна Златоуста, святого Василиска. То есть Златоуста шел и пострадал, и был погребен в уже построенном мартириуме. Для него никто ничего не выстраивал. Этот человек гонимый в опале находится. Кто ему будет храм какой строить? Значит, даже если его признание только через 30 лет после его кончины приходит. И то с трудом. Например, святой Кирилл Александрийский, знаете, какие он слова сказал, когда ему сказали, что надо внести имя Златоуста в диптих, да, поминать его. Он сказал, если, говорит, Златоуст епископ, тогда Иуда тоже апостол. Да. Понимаете, то есть это отношение вы имеете, поэтому никаких гробниц, никаких храмов быть не могло. Поэтому не может быть гробница, которая в Каманах, принадлежать ему. Дальше. Да. Нет. Смотрите. Еще раз повторюсь, дайте договорю, да? Значит, карты, которые мы имеем в нашем распоряжении, Писания, говорят, что храм, который сейчас находится в Каманах, он действительно 11 века, не ранее 11 века, да? И гробница, которая там находится, 5-6 веков. Их 3 в Абхазии вам рассказываю. Сейчас одну минуточку. Но на холме, где сейчас находится храм Святого Василиска, и постройки вот эти, да, никакого отношения к церковным постройкам не имели. Там были, как они описывают, светские строения, то есть какие-то здания, помещения светского назначения. Вы в этом легко убедитесь, когда я, в том числе ваш покорный слуга, расчищал все это. Почему у нас храм вот так стоит в направлении севера? А потому что, значит, стена, которая вокруг него, мы же все это сохранили, ничего не тронули, она не храмовая постройка, она на восток не смотрит, как храм Иоанна Златоуста. Поэтому мы не могли часовню туда, так сказать, иным способом построить, кроме как алтарную часть направить на север. Дальше. Вот гробница, что так называемая гробница Василиска на холме, что это за гробница? То есть благочестивые паломники взяли, собрали камни, сложили вот так камни, значит, их 5-6 раз перекладывали. И при мне причем. Вот. Понимаете, сложили, где описание, что там была гробница? Разве мученик Василиск был погребен, вот, в известняковые камни вот так сложены, когда у нас есть фотографии гробницы мраморной? Вот этот, значит, Маринос, правитель, который строил ему храм, он из известняковых камней сложил и сказал, вот здесь гробница. Гробницы древних мучеников, они не погребались в земле. Вот, даст Бог, кто-то из вас, если будет в Риме, в римских храмах, даже вы, женщины, можете преклоняться к останкам мучеников святых под престолом, открыто. Вот так, и в Иерусалиме, кстати сказать, тоже в некоторых местах, да? Это древние, то есть никогда никакого мученика не погребали, то есть его гробница находилась под престолом. Поэтому там, в Каманах, на холме, где сегодня указывают храмы и гробницы, нет храмовых построек. И может кто-то другой похоронен просто? Нет, никто не похоронен. Вообще мы пойдем один день, субботу, землю раскопаем. Нет. Там, когда мы даже строили, например, когда мы строили, подожди, Марка,
когда мы строили. Вот где часовня стоит, там были могилы, новые могилы, потому что греческое население было. И мы их перезахоронили внизу, под холмом. Потом приезжали родственники, я им показал, все рассказал. Потому что люди видят, вот как мы на Ванухово едем. Там же тоже внутри, где мы с вами молимся, знаете, сколько похоронено? Вот и новые могилы. Да, ну человек видит, давай вот здесь похороним. Ну, к сожалению, таковы мы люди, да? Поэтому там нет никакой гробницы, никаких останков. То есть это сложенные камни, известняковые, перекладывались десяток раз. И причем до революции нет ни одного указания. Дальше. Ваши вопросы, Сида. Что касается этой каменной известняковой гробницы. Значит, у нас есть описание священника Александра Кременецкого. Батюшка. Это не отец Дорофей пишет, а отец Александр Кременецкий. Он первую книжку написал по командам Абхазским. И он пишет, что была найдена во время расчистки вот этого храма Иоанна Златоуста, где сейчас, который был Василиском, да, была найдена гробница. Там лежали кости в этой гробнице. То есть останки человека находились в этой гробнице. Он говорит, по благословению сухумского епископа вытащили эти кости, погребли там в должном месте, а гробницу оставили в храме. И говорит, возможно, эта гробница принадлежала какому-то сановнику, либо епископу. Ага, значит, дальше, со временем, епископ, ну какой епископ может быть, кроме Иоанна Златоуста? А вот жалко, что эти останки вытащили, перезахоронили, мы не знаем где. А вот эти останки могли быть действительно одного из святых, прославленных в Абхазии, не Златоуста, это само собой, но одного, мы могли бы, сегодня используя современные технологии, да, они взяли, скажите мне, если человек, который присутствовал при нахождении гробницы, при захоронении, перезахоронении останков, если он не говорит, что это Иоанн Златоуста, мы с вами откуда знаем, что это Златоуст? Мы с вами вот как определили, скажите мне, пожалуйста. Все, можно вопрос еще? Вот вы говорите, что вот Федор Атиров, ну здесь вот храм есть. Если вот так он не был известен, почему такое почитание здесь было? Вот Святого Федора Тирина? Да. Так а Федор Тирин как раз был известен. Ну каким образом? Он здесь что, приезжал? Или как? Почему такой известен в Абхазии? Скажу. Храм Святого Федора Тирина находится только на Накопийской горе. Да. Но этот храм построен на месте древнего храма. При определенных исторических условиях, когда один из сыновей, значит, мать у него была гречанка, то есть из абхазских из владетельской семьи, да, когда абхазский престол перешел к грузинским царям, Багратидам, да, была попытка снова вернуть ее, значит, одной из ветвей, да, абхазского царского династии. И эта попытка была связана с греками. Они захватили, используя определенный способ, то есть посадили людей, как троянский конь, да, чтобы внутрь крепости попали, да, и они перестроили в XI веке. То есть в XI веке в течение 60-70 лет Накопия находилась в ведении византийских императоров. Понимаете, а византийские императоры что это? Нет, не свое только. Для них, значит, ты император, ты воин, ты главнокомандующий. Какие святые для тебя важны? Называйте мне. Первый святой, который самый важный для всех воинов. Святой Георгий Победоносец. Да. Святой Георгий Тирин. Почему? Потому что он тоже военачальник. Святой Дмитрий Солунский. Потому что он тоже римский воин. То есть это не связано с этим, в этом отношении не связано с этим. Тут имеются конкретные исторические обоснования и конкретное историческое объяснение. То есть это не просто так, мы не знаем откуда и как. Все, да? Спасибо. Спасибо за внимание.